Так, Масой. И то. Сейчас, секунду. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Так, видно все. Да, увидел. Çoğu dikkatli. Да, увидел. Her дохалер. Как раз не сеш волшворство. Noch чему там дюцес. Изображение светится. Дели маршрут. Дохалерию. Да, первый эфир. Как раз сейчас настраиваю. Вот, настраиваю. Как слышно? Не зависает, да? Окей. Эфиры дальше будут. Ну да, будут. Просто первая попытка. Я сейчас первый раз это делаю. Настраиваю. Вот. Решаю технические вопросы. Вот сейчас лучше, кажется, да. Ва алейкум ассалам, Хамза. Окей. Главное, чтобы слышно было. Ну, для начала скажем, да, это одноразовый, как бы хочу настроить и посмотреть все тут, изучить. Я никогда этого не делал. Лорс, идея была моя, ну, это, можно сказать, с 99-го года я собирал материалы, там приходилось, потому что и работа была такая информационная. И потом подумал, где-то 2001 год, да, это 2001-2002 год был, чтобы создать низам, как ты сказал. Ва алейкум ассалам, Юра. Да, очень приятно, спасибо. Я сейчас читаю. Доузер, ва алейкум ассалам. Да, я читаю вот ваш вопрос, что твой отец написал книгу «Честь, здоровье, жизнь». Принадлежит ли эта книга его авторству? Да, это автор он. Я свидетель, и тут в Европе есть люди, которые работали над этой книгой, и у меня с ними есть связь. Все написано по его рассказам. Вот. В 97 году вышло, да, в январе, кажется. Так, Анзор, ассалам алейкум. Адам, я твой вопрос читаю. Твое мнение, Бараевы, Цагараевы и еще некоторые группировки слушали Аслан. Сегодня по-другому сложилась бы ситуация, если бы слушались, да? То есть эти люди соблюдали бы, ну, если бы соблюдали бы, да, то было бы, конечно, хорошо и легче, я думаю. Но слишком много провокаторов было у нас после Первой войны. Ну и почему? Потому что Россия в то время делала все, чтобы разжечь, навязать Вторую войну. И да, некоторые лица, и многие стали шахидами, честно сказать, пошли на эти провокации.
Ну, я так считаю, это мое мнение. Волк-одиночка. Я сейчас постараюсь ответить на все вопросы. Анзор, видел, у тебя Patreon появился. Это для поддержки. Да, для поддержки проекта есть идеи, очень интересные идеи. И, конечно, мне придется обратиться к вам, кто может, кто хочет принять участие такое, то может это сделать. И я буду очень благодарен. И скоро, иншаллах, вы эти проекты, эти идеи, я о них расскажу, покажу. Кист, Алла, валикум салам, твой отец был настоящим нохчи, мягким и честным. Ну, мягким, как сказать, он с уважением относился к людям, даже к своему врагу. Он даже врага уважал. Тех, кого можно было уважать. Ну, скажем так. Лорс, Анзор, что ты думаешь насчет чеченцев, которые на стороне Украины? Ну, как сказать, Украина, у нас всегда были хорошие отношения с Украиной, и сегодня, я думаю, что мы должны помогать украинцам в их борьбе, как мы можем. И они также, потому что у нас, скажем, один враг. Самый коварный, и самый подлый, и самый хитрый враг. Разобраться бы нам с ним. Валейкум салам, собарулам, дахканаха. Валейкум салам, саламаш аладушек, Украине, да. Деврейской мастера был, давай то. Citizen of Ичкерия, Анзор, почему именно слово низам? Ну, низам это порядок, дисциплина. Ну, если есть, скажем, в доме или в республике есть порядок, то это очень хорошо, то можно все что угодно сделать. Ну, я имею в виду в пользу республики, в пользу народа, если будет порядок в республике. Если мы будем соблюдать этот порядок. Вот поэтому я пришел к такому мнению, что название будет низам, и мой отец, президент Чеченской Республики Ичкерия, он часто произносил эти слова, он говорил «пачхалк низам», то есть порядок в государстве, государственный порядок. Вот чего нам не хватало на самом-то деле. Брат, как Аслан относился к ингушам, расскажи, что ты запомнил поездка в Ингушетию с отцом. Олай, брат, как тебе сказать, я раньше, буквально недавно говорил, как были, принимали по-братски, вот так, красиво, горячо, как и подобает братьям. Я помню все эти поездки, я был во время этих поездок рядом с отцом. И брат тоже был. Так, значит, я читаю. Соборова Ламбахкина. Я в Украине приобрел честь дороже жизни, да. Аларейс выполнил надзор за помощь изданию в ее издательстве. Да, я знаком с этими ребятами, с этими людьми, и очень благодарен им, которые, как сказать, ну, нашли меня, связались, у нас было общение с ними. Вот, молодцы, так и надо. Люди должны читать. Там еще издавалась книга «Миллион первый». Тоже интересная книга. Вот.
Ну да, Байсангур. Производство Кэд Волк Вакар. Так оно и есть, не истука за первого. Волк-одиночка, ну, как я говорил ранее, это моя первая попытка и первый выход в эфир. И я хочу тут решить технические вопросы, посмотреть, что как работает, изучаю, так сказать. А дальше уже я буду напрямую с вами общаться, с вами советоваться, слушать ваши вопросы и рассказывать о том, о чем я знаю, например, или вот как я это делаю, показывать, это выставлять на канале. Сайт Вахар. Да, маршал Драгуна Квейдовик. Вся моя родня, мои родители голосуют. Так, я сейчас с одним разберусь тут. Выдворю одного. Так, уходим. Он ушел. Брат, как Слан относился? Ну, я на этот вопрос отвечал. Очень хорошо, по-братски относился. Сейчас я пытаюсь на все вопросы ваши ответить. Пытаюсь привыкнуть. Ровер Халх Низам сайт Майера Сургал Цаляля Темла Шалец. Ровер, да, раньше был такой сайт Низам. Да, выставляли видео. Вот. Когда третья чеченская. А когда была первая и вторая чеченская? Не было такой войны. Первая чеченская или вторая чеченская. Была русско-чеченская. Вот. Вещи надо называть своими именами. Иншаллах, надеюсь, что никакой ни третьей, ни четвертой не будет. Хватит. Лорс, Анзор, ты посещал со Сланом, я читаю твой вопрос, а ты посещал со Сланом Великобританию и США? Если да, то что можешь рассказать об этом? Да, я был в Лондоне с отцом, в Нью-Йорке, в Вашингтоне ездили. Вот как сегодня помню эти встречи. Ну, там много вопросов обсуждалось по ситуации в республике. Им было интересно, как маленькая республика, вот там даже где активных бойцов, воинов было только там, скажем, десяток тысяч, да, и столько не было на самом-то деле. Но для них было удивительно, что мы смогли проводить такие мощные операции, где ядерной державе, этой армии, я не хочу даже армией называть этих мародеров, убийц, им приходилось молить о помощи, сдаваться, вот, поднимать белые флаги. Им было это интересно, потому что мы удивили мир. Это 96-й год. И на этих встречах, ну, конечно же, отец рассказывал, что вот мы отстаивали свои права, свои земли, и с кем мы воевали, и какие методы у них были. Извиняюсь. Гарри Зальцберг.
خيريو إن شاء الله خيريو يتسخل تتصحداوات خيريو Ичкери Хинцаца. Хумал Герт, это просто была идея. Это есть идея, где уважали людей, уважали свой народ. Вот. Так, я сейчас пойду. Денис, валейкум салам. Милуч почал кавех шво. Деро саваш Норвегия усон. Хозай Ерикхан як дагавац, иншаллах. Цахаш дина, цавяза, цава дагаву, иде дорду. Валейкум салам, худяшту шо, худяштац, камел дяштук. Так, Акелла. Я сейчас с компьютера читаю, пытаюсь тут тоже походу настроить. Как я сказал, я это делаю первый раз. Еще раз повторю. Так. Еврейскую. Эльчин Абасов. Валейкум салам, брат. Хочу узнать ваше мнение насчет войны в Карабахе и кто прав в этом. Ну, мое личное мнение. Любая война, любая пролитая кровь на Кавказе выгодна России. Это первое. А второе, Карабах наш, имеется в виду Азербайджаном, мое мнение. Так. Угу. Игорь Черкасов, валейкум ассалам. Я читаю. Спасибо огромное. Ничего. Все будет хорошо со временем и с нашим терпением. Как говорится, иншаллах. Лорс. Да, я про Маргарет Тэтчер читаю. Можно ли пожать руку? Маждат. Валейкум ассалам. Сегодня политика России по отношению к чеченцам кардинально изменилась. То есть идет политика кнута и пряника. Ну да, так и идет руками кого-то, давая им пряник. Они ихними руками вот унижают наш народ и продвигают свои грязные дела у нас. Но такими темпами, Маждат, мы из этого сонного царства не выйдем. Не выйдем. Вот. Ну, чем скорее мы это сделаем, тем лучше для нашего народа. А дальше еще хуже будет. Вот. И я считаю, что долг каждого чеченца, вот, ладно, быть вместе, единстве, но надо задумываться, что будет потом, чего мы хотим, чего хотят наши люди. Вот. Если бы наши предки увидели бы состояние сегодняшнего народа, я не знаю, что бы они сделали бы.
наверное, расплакались бы, слезы появились бы. Они не об этом мечтали. Исправь тебя. Сову Цер Арвел Аш Ош Ошелва Дама. Так. Мне кажется, я извиняюсь, может быть, я где-то что-то пропустил, потому что мне быстро уходят сообщения. Валейкум салам. Да. Геймер онлайн. Я читаю тебя. Del risco da lazot se masera обл дуэль. Вала. Дуко кенти да бонкое. Веком кенти. Да лазот обл дуэль се масера. Больше русский народ, не обижайте, не отделяйтесь, надо вместе держаться. Ну, мы народ не обижаем, никого не хотим обижать, но хотели бы иметь какую-нибудь там китайскую стену между Ичкерией и Российской Федерацией, вот, чтобы на нас не нападали, чтобы наш народ не обижали. Байсангут, Барс, так, будут определенные дни эфира. Да, как я говорил, я просто сейчас настраиваю, изучаю тут, ну, это я первый раз делаю, поэтому хорошая идея с вами общаться, вас слушать, узнавать ваше мнение, слушать ваши вопросы, отвечать на них. Аллах рейска шумасана. Так, как быстро все идет вверх. Зиад Мах, Анзор, салам алейк, как ты думаешь, Путин в 2000 каком году, говорят, умер, это правда? Да, я не верю в это, алейкум салам, я не верю в это. Так. Алейкум салам, Мансур. Как все тут быстро идет. Куда катится этот мир? Ассаламу алейкум салам. Дейдрейс Хейла, Масанадо Далгач. Да, тяжело это говорить. Есть наша вина в том, что... Наша вина тоже есть в том, что много чего произошло. Если бы, ну, я скажу по-другому, российским спецслужбам удалось разделить народ. Им удалось. Они в этом победили, можно сказать. Они разделили нас по-разному. Даже вот в 99-м году, да, было такое мнение, что бывшие участники Первой русско-чеченской войны говорили, нет, это другая война, это война с ваххабистами, например. Говорили такое. Так какая разница? Пришел тот же самый враг, стал хитрее, стал более подлее, вот, и убивал народ. Но некоторые находили вот такие оправдания,
что вот, мол, это другая война. Эти люди или не понимали, я не думаю, что они не понимали, но по-любому они знали, что они пришли смыть с себя позор вот, за проигрыш во время Первой русско-чеченской войны. Вот, и они очень тщательно готовились ко Второй войне, сделали все, чтобы обвинить нас, чеченцев, в этом. То Дагестан, то взрывы домов, то кража людей. Я бы о многом сейчас рассказал бы просто, ну я потом как-нибудь расскажу это все, как все это начиналось. Лорс Андерсон, зачитаю твой вопрос. Анзор, разногласия между Асланом и Шамилем начались после поражения Шамиля на выборах или позднее? Я так скажу, во время Первой войны никаких, Первой русско-чеченской войны никаких разногласий не было. Но потом что-то пошло не так, когда война остановилась. И это была наша ошибка. Так что, скажем, с 96-го. Так. Ягуар, интересно, кто ты? Анзор, ответь на один вопрос, почему Аслан не подал в отставку, когда он видел, что никто ему не подчиняется? Мне это очень интересно. Спрашиваешь ты. Но сам-то ты хоть как считаешь? Подавать в отставку. Интересно, откуда ты пишешь этот вопрос. Заира, Анзор, не проводи эфир так поздно в следующий раз. Конечно, не буду. Это просто первая попытка. Первый раз это делаю. Как я уже несколько раз говорил, пытаюсь тут разобраться технически. В следующий раз постараюсь. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум, Анзор, куда пропал Удугов? Почему он молчит? Какие у тебя с ним отношения? Ва алейкум салам, брат. Я не знаю, куда он пропал или куда другие пропали. Ну, те, которые пропали, я считаю, что не имели права пропадать. Вот что я скажу. Акелла промахнулся. Анзора, Норвегия, сейчас холодно. Да, у нас холодно, октябрь. Скоро снег пойдет. Так, сейчас кое-что. Так. Анзор тут фитначи, да, но фитна есть, и я, конечно, знаю, одного сейчас выдворил отсюда. Так, жирный такой блок дал. Ваха, Анзор, ты стал истинным норвежцем. Нет, Анзор не стал истинным норвежцем. Анзор не менялся и не изменится никогда. Так что вот так. Норвежцы.
Сейчас вверх пойду. Citizen of Ичкерия, Анзор, нужно ли было проводить выборы в 1997 году, зная особую в них заинтересованность России? Ну, почему заинтересованность России? Был ли заинтересован Ельцин, когда он пожимал руку первый раз, например, Яндербиеву, Далгазу Болдольцин, потом Масхадову, и когда Ельцин признавал эти выборы, им это было нужно? Конечно, нет. Вы вспомните Ельцина, когда он не хотел произносить этого слова Ичкерия, но ему пришлось. У меня есть официальные документы, телеграммы поздравительные, где он поздравляет президента Чеченской Республики Ичкерия с победой на выборах. Так что неправильный вопрос. У России никакого интереса в выборах в 1997 году не было. Они хотели уйти, и даже в 1996 году они уже готовились к новой войне, к новому вторжению. Еще с тех пор, с 1996 года. Тогда не было Дагестана, тогда не было взрывов домов в России или похищений, в которых нас обвиняют. Мансур, алейкум ассалам. Ваха, знаешь что? Извини. Так что возвращайся в Чечню, пока не стал. Я тебя игнорировать буду. Вах. Мансур, вот как ты спрашиваешь, Анзор, как думаешь, все европейские Ичкерии объединяются или каждый останется при своем мнении? Например, Барт Маша так старается, но не получается у них. Должно получиться. Мы все должны стремиться к этому. Анонимитат. Последний вопрос. Валикум салам. Дедрес Вил Масан Иман Собор Хайкал Ницка Велквен. Валай Талант Азами Уарца Лердал Диш Оштолхумнах. Оуши Оштолхумнах. Оуши Лер Диш Собрихал Диш Замикар. Духсихам Дувай. Духсих Дувай. Ваха, ты меня сейчас пишешь, возвращается в Чечню. Приезжай к нам в гости. Туда мы, иншаллах, приедем. Иншаллах. Алейкум ассалам. Лорс, для тебя это пригодится. Так. Ну, если есть у вас мнение или советы, например, пишите, будет интересно. Вот. Буду рад выслушать ваше мнение. Ну, прочитать имеется в виду. Так, ну что-то медленно это идет.
У меня, видимо, вопросы медленно идут, поэтому я не успеваю на компьютере. Так, ну это я учту. Вот, Анзор, что нужно сделать, чтобы поддержать твой канал? Ну, во-первых, ваши советы, да, я люблю советы, я люблю критику. И тут я поставил ссылки, кто хочет принять участие в моих проектах. У меня есть хорошие идеи, и вы их обязательно скоро увидите. И в каждом видео я поставил ссылки. То есть там Patreon и еще. Так. Что-то у меня изображение. Угу. Ломаев. Вот. Сейчас у меня появились, у меня просто остановилась. Акела Дея Самашева, так. Аушева еще жив. Муса, присоединяйся. Вот. Как технически работать, я пока не знаю, но... Так, Абу Сулейман, Мурдаш, Вахита стал ли кадыровским? Ой, как я не хотел эту фамилию называть. Короче, стал он одним из них. Но он дома, и по-любому они заставляют высказываться в такой форме, в которой они хотят. И если он сделает какое-то выступление, то я не удивлюсь. Это их методы. А Мурдашева я очень хорошо знал. Он патриот чеченского народа, он искренне любит вот, свой народ. И я рад, что он остался жив. Вот. Алхамдулилlah. Чечен-инфо, академик. Да. Лорс, ну да, насчет идеи. Да, есть идеи. Я скоро, ну, уже работаю над ними. Вот. И получил некоторые советы от наших братьев тоже. Есть люди, которые дают советы, вот, которые говорят, вот было бы хорошо, если бы сделать так или по-другому. Например, я люблю критику, я люблю советы. Так, насчет Аушева, да, и Масхадова. Ну вот именно, у них было очень хорошее отношение, как я это всегда говорю. Ну как еще все это рассказывать? Ну, сидели вместе, улыбались, шутили, к примеру. Ну, как братья, отношение такое у них было. Анзор, есть ли у тебя архивные съемки про отца Аслана? Так, съемки про отца Аслана. Кто не видел эти съемки? Да, конечно, есть. Все, буквально почти все съемки, которые я выкладываю, но их многие не видели. И есть съемки, которые вообще никто не видел. Вот. И мне приходится разбираться вот с этим. Вот. Кассеты.
Это одна часть. Валейкум салам, Исмаил. Так. Дух думает, почему просто это определенную, ну, нас много тут, я не стал определенно брать одну тему и говорить на эту тему. Ну, просто еще раз повторюсь, что это первая попытка как бы выйти в эфир. Я тут смотрю, как все это работает, я никогда этого не делал. И не думал, что приду к этому, чтобы вот так выходить в эфир. Ну Муса, да, Муса тут писал, ломая Муса, про совместный эфир. Можно? Договоримся, сделаем. И я готов сделать эфир, ну, с любым человеком, говорить на любую тему. Так. Я читаю вас. Лорс, ой, эти кассеты и на столе, у меня их очень много. Очень много. Так. Тут один спрашивал, типа мы, приехал сюда, в Европу, обнорвежились или стали там немцами или бельгийцами. Да нет, мы патриоты своей республики и останемся ими. И никакая страна вот, нас не изменит. У нас течет наша родная кровь. Так, мне приходится обновлять. Пытается так рассорить тех, кто дома, и нас. Вот, кстати, хорошая тема. Как найти? Твой коммент читаю. Обзор сделай по теме, когда фамилию не называю, не люблю называть его. Пытается рассорить ногчи тех, кто дома, и нас. На мой взгляд, это более чем актуально на данный момент. Но, брат, действительно, они стравливают людей, которые живут дома в республике и которые выехали вынужденно за пределы этой республики из-за их методов и методов их хозяев русских. А выехала, скажем, половина численности народа. Вот. И они пытаются и преподносят их как предателей родной земли. Вот. Родной земле.
и называют их евро-чеченцами. Ну, я не знаю, этот человек должен быть больным или кем он должен быть вообще, чтобы свой народ вот так называть в какой-то форме. Где бы мы ни были, у себя дома, или, скажем, где-то в Мозамбике или там в Германии, чеченец есть чеченец, он должен оставаться им. Вот. Афро-чеченец. Так. Изображение. Вопросы в Фейсбуке, чтобы эфир был более... Игорь Черкасов, ну да, действительно, как я говорю, я сейчас стараюсь, разбираюсь, привыкаю к вам в техническом плане, вот смотрю, изучаю тут, и в следующий раз я буду выставлять время и брать определенную тему, не отходить от этой темы, и будем общаться, видеться. Спасибо, Игорь. Альбинос Ноев. Да, я их давно скопировал. Вот. Так, насчет Анзор, как получить паспорт? Ой, этот паспорт я получил очень давно. Ну, вы должны помнить этот паспорт. Старый наш первый паспорт. Пенек московский. Низам перевод это закон или порядок. Ну, низам это порядок более подходит. Так, порядок. Ищерск. Акела прямо. Лорс, да, нету ни евро-ичкерийцев, ну, ладно, я так называю, да, ну, евро-чеченцы, когда вот какой-то их пропагандист стоит и говорит, вот там евро-чеченцы. Это больной человек, это просто, я извиняюсь за выражение, идиот. Его лечить надо. Да, собор, Уламбек, на низам это дисциплина и порядок, да. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أتو مسيرة بوروه. وعليكم السلام. Вы, Анзор, у тебя сохранились чеченские деньги? Нету, их у меня нету. Инстаграм, Ютубов. Ну, у вас название. Валикум салам, Анзор, как ты относишься к Закаеву? Я в своем видео предыдущем говорил об этом.
Есть места, где поддерживаю, есть места, где я, ну, скажем так, недоволен. Вот. Адам добрый, в Австрии, говорят, можно сделать паспорт. Ну, насколько я слышал, можно в Германии, во Франции, кажется, в Австрии тоже, в Швеции. Точно конкретные координаты я не знаю. Валикум салам. Арабо-кавказцы. Валикум салам, аркала баракату. Если каким-то образом власти вновь сменят, как ты думаешь, у нас появится возможность консолидироваться с всеми нашими противоречиями внутри? Ой, муслим. Мы просто не имеем права совершать те ошибки, которые совершали раньше. Вот. И совершаем сегодня. Но я сторонник того, чтобы вот эти вещи, которые ходят между нами и которые не позволяют нам прийти к единству, их надо убрать. Уже, как я всегда говорю, 20 лет прошло, нам что, еще копаться в этом еще 20 лет? Нет, надо быстрее решать этот вопрос. Не то, что там что-то изменится в республике, нет, даже не дожидаясь этого. Даже люди тут разделены, поддерживающих этих, других. Ну, нельзя так, нельзя. Зиад, Мах, Анзор, когда на Кавказе будет порядок и что для этого надо? Ну, нам просто, во-первых, надо понять, кому этот беспорядок выгоден. Кому выгодны эти вещи, которые происходят между народами, вот там дележки разные, но кому это выгодно? Не нам. Нам это не выгодно. Я двумя руками за, чтобы этот порядок был у нас на Кавказе, чтобы мы были хозяевами Кавказа, и чтобы никто не вмешивался в наши дела, как это сейчас делают, травят друг на друга. Человек может... Человек может, Эчках-то жил недалеко, я Зибирюрте, да, мое родное село. Там мои родители, отец жил, дед жил в Зибирюрте. Тут я комментарий прочитал. Так, сейчас я буду закруглять эфир. Дойду до последних вопросов. Что-нибудь связано с какие-нибудь значки, медали, награды, униформы, кокарды, шевроны или что-то в этом роде. Ой, Лорс. Я не знаю. Надо посмотреть. Я тебя понимаю, насколько это дорого.
Ричард, Лео, Анзор, смотри, будь осторожен с этим Тунсо, говорят. Он хочет подвести тебя под сараляпу. Агенты внедрены, ну да, я должен тебя сейчас слушать и вообще ни с кем не общаться, да. Я, опять же, скажу вот так, я с Тунсо могу и не согласиться где-то, но я соглашаюсь, вот, и с другими, вот, тоже, и соглашаюсь, и могу критиковать за что-то, это мое полное право. Я буду осторожничать вот, от других людей, от других. Те, которые имеют связи с этими марионетками. Вот. Я от них хочу держать дистанцию, а не тех, которые высказываются против России и против их марионеток. Так что постарайтесь сделать то, что сделал или делают ну, такие люди, которые высказываются против этого режима. Сами себя покажите, вот, и говорите, рассказывайте. Альбинос, так, ну это личный вопрос, да. У меня нет братьев, ну, родных. А так, вы мои братья, вы мои сестры. Хамзат Гилаев, Дейлрейс Масана Хуйлайн. Так, я сейчас буду останавливать. Валикум салам. Так, я в следующий раз заранее сообщу время, заранее сообщу тему. И, иншаллах, будем общаться в будущем. Я благодарю всех. И дай Аллах нам терпения, силы, мира. Вот. Иншаллах, все будет хорошо. Аллах рейс хорошо. Аллаху Акбар. Абу Сулейман. Аллах рейс хорошо. Асана. Хадикюр. До свидания.